Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Сегодня в центре нашего внимания большая химия Казани. Вряд ли найдется в столице Татарстана человек, который не слышал или не знает о Казань-Оргсинтезе. Это крупнейшее предприятие Казани, но и кроме этого, это одна из самых современных и эффективных химических компаний в масштабах всей России. Но что скрывается за всеми этими рейтингами, финансовыми показателями, которые в случае с Казань-Оргсинтезом уже давно измеряются десятками миллиардов рублей выручки и сотнями тысяч тонн товарной продукции в год? Сегодня в нашей программе мы бы хотели сделать то, что обычно проходит мимо выпусков новостей и коротких сообщений в газете. А именно, мы бы хотели углубиться в детали большой химии и поговорить о том, что стоит за этими показателями в отчетах и пресс-релизах. Что включает в себя такое понятие, как модернизация? Как она преобразила предприятие, что конкретно принесла экономике всего Татарстана? Что ждет Казань-Оргсинтез в ближайшем будущем? Обо всем по порядку смотрите в этом выпуске реальной экономики. Сегодня вы одно из самых эффективных предприятий благодаря той программе модернизации, которая была и которая продолжается. Тот продукт, который вы делаете, это импортозамещение. У нас огромная ниша еще занять рынок нашей страны, России и, конечно же, продукт экспортный, который сегодня конкурентный. Основные направления по развитию нашего Оргсинтеза – это модернизация действующих этиловых производств. Химия успеха. Этапы большого пути Казань-Оргсинтеза. Это положительно сказалось на себестоимости продукции, так как мы не теряем ценное сырье, а возвращаем его в технологический процесс. Операция «Модернизация». Как преобразился Казань-Оргсинтез за последние 10 лет? Почему казанские химики с уверенностью смотрят в будущее? Модернизация позволила улучшить качество выпускаемого полиэтилена. Мы освоили новые марки. В целом внедрение шламовых и иловых площадок привело к экологическому эффекту, такому как защита плодородного слоя почвы, грунтов, подземных грунтовых вод от загрязняющих веществ. Не только заводы. Какая еще инфраструктура, помимо производственной, обновилась на Казань-Оргсинтезе? Что это дает? Узнаем у специалистов. Безопасные технологии, что нам позволяет, в принципе, и снабжать микрорайон Салават-Купере питьевой водой. Нареканий со стороны надзора нет, вода прекрасного качества. Казань-Оргсинтез – ведущее предприятие столицы Татарстана и один из лидеров химической промышленности России. Компания с богатыми традициями, славным прошлым, успешным настоящим и многообещающим будущим. Мы не будем сейчас вас утомлять цифрами и аналитическими выкладками, назовем только несколько показателей, которые говорят сами за себя. Казань-Оргсинтез выпускает более 170 наименований продукции. Общий объем товарной продукции в год составляет порядка 1 миллиона тонн. Именно на заводах в Казани производится около 40% от всего российского полиэтилена и весь отечественный поликарбонат. Хорошие текущие позиции, но в планах у казанских химиков амбициозно расти дальше. Наращивать как физические объемы выпуска продукции, так и свое присутствие на рынке по отдельным направлениям. Как и за счет чего? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что вся новейшая история Казань-Оргсинтеза, начиная с 2004 года, это история постоянного обновления и модернизации основных производственных фондов. Ее проследила Зарина Ахметова. Крупнейший производитель полиэтилена и абсолютный лидер в производстве поликарбоната в России. Сегодня Казань-Оргсинтез занимает одно из ведущих положений на рынке химической отрасли в масштабах всей страны. В прошлом году компания выпустила полиэтилен в объеме 726 513 тонн.
Это стало максимальным показателем за всю историю предприятия. Да, можно с уверенностью сказать, что Казаньоргсинтез твердо стоит на ногах, при этом динамично развиваясь и модернизируя производство. Поговорим о наиболее масштабных проектах, реализованных на предприятии. И начнем с завода этилена. Он является первым в технологической цепочке предприятия и состоит из 4 очередей по производству этилена. Именно здесь в 2016 году была запущена двухкамерная печь пиролиза «Технип». Участие в столь значимом мероприятии для предприятия принял президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Сегодня вы одно из самых эффективных предприятий благодаря той программе модернизации, которая была и которая продолжается. Тот продукт, который вы делаете, это импортозамещение. У нас огромная ниша еще занять рынок нашей страны, России и, конечно же, продукт экспортный, который сегодня конкурентный. Мощность новой установки составляет 36 тонн в час. Главное предназначение усовершенствованной двухкамерной печи пиролиза – это переработка этан-пропанного сырья. Сама печь пиролиза представляет себя комплексную печь. Это двухкамерная печка, которая перерабатывает этан-пропановое сырье, где в самой печке происходит процесс пиролиза, где данное сырье разлагается до пирогаза с высоким содержанием этилена. Данная печь нам позволяет заменить полностью существующий печной блок, потому что существующий печной блок был рассчитан на часовой эквивалент, если брать, 32 тонны в час. То есть данная печь еще имеет некий запас. В скором времени на этом же заводе будет завершено строительство новой 4-камерной печи «Технип», мощность которой составляет уже 72 тонны в час по сырью. Запуск такой установки позволит Казаньоргсинтез значительно увеличить производство собственного этилена. Кроме того, на сегодняшний день на заводе ведется активная работа по переориентации части мощностей под переработку пропанового сырья. Такая необходимость сложилась в связи с зависимостью производства от этана, поставки которого ограничены. Есть такая возможность замещать то количество этана, которое поступает в ограниченном количестве, перерабатывать его также в том же количестве, но уже получается вместо этана дополнительное количество пропана и получать ту же самую прибыль и постоянно работать на повышенных нагрузках по сырью и получать товарную продукцию этилен. Таким образом, планируется увеличить производство этилена до 654 тонн в год. Таковы планы предприятия согласно инвестиционной программе на 2018-2020 годы. Отметим, что этилен как сырье используется для производства полиэтилена высокого и низкого давлений. Завод по производству полиэтилена низкого давления состоит из нескольких производственных звеньев, цехов, каждый из которых выполняет свою определенную функцию. Вначале полиэтилен представляет собой такой вот белый порошок. Его производством занимается цех номер 152. Сырье, которое приходит на наш цех, проходит очистку. Затем это сырье поступает на реактора полимеризации, где на основе металлогранических катализаторов происходит процесс полимеризации, то есть газ переходит в другое агрегатное состояние, получается твердый полиэтилен. К 2010 году на заводе провели масштабную модернизацию реакторов А и С. Были смонтированы циркуляционные компрессора на реакторах, а также узел очистки сырья. Это позволило увеличить мощность производства полиэтилена низкого давления до 220 тысяч тонн в год. Кроме того, модернизация позволила улучшить качество выпускаемого полиэтилена. Мы освоили новые марки, в том числе бимодальный полиэтилен, трубный, линейный полиэтилен, полиэтилен средней плотности. То есть после реконструкции мы способны выпускать довольно-таки широкий ассортимент продукции, который нам позволяет уверенно чувствовать себя на рынке. В скором времени планируется модернизировать и реактор «Б». Это позволит увеличить производство ПНД еще на 150 тысяч тонн и довести мощности до 660 тысяч тонн в год. Есть и менее масштабные проекты, реализованные на заводе полиэтилена низкого давления, но не менее важные. В начале этого года на реакторе С был установлен узел рекуперации сбросных газов. Раньше они просто сжигались на факеле. Теперь же система рекуперации позволяет выделить газы и возвращает их в техпроцесс. Это положительно сказалось на себестоимости продукции, так как мы не теряем
ценное сырье, а возвращаем его в технологический процесс, но также это улучшило экологическую ситуацию. Саму упаковку для фасовки также производят на территории завода полиэтилена низкого давления. Специальное оборудование, производящее рукавной ФФС-пленку, появилось на предприятии в марте этого года. Для новой линии производства было полностью реконструировано старое здание одного из цехов завода. Инвестиции в строительство новой линии составили около 316 миллионов рублей. Запуск в эксплуатацию производственной линии трехслойной ФФС-пленки позволил отказаться от закупки импортной упаковки и упаковки, изготовленной из сырья, закупаемого за границей, а также увеличить объем собственной переработки производимого полиэтилена разных марок. Производительность машины 400 килограмм в час. Далее на этот рулон мы наносим флексографическую печать на следующей машине, где ставится наш логотип. После этого формируется боковая складка, и после этого мы его отвозим на рассосочную упаковочную машину. Помимо этого, на заводе ПНД «Казань-Оргсинтез» появилась новая штабелеформирующая машина «Мёллерс». Она позволяет складывать мешки с гранулированным полиэтиленом как стандартные палеты на деревянных поддонах, так и бесподдонные палеты. Таким образом, в палету можно уложить дополнительный ряд из 4 мешков. Именно он служит основанием палеты вместо поддона. Максимальный объем такой палеты может составлять 64 мешка, а не 60 мешков, как при обычной упаковке. Это чисто экологически получается отгрузка, это сохранение лесных ресурсов, но и, скажем так, большее количество объема продукции мы отгружаем тот же автотранспорт или железнодорожный транспорт при использовании бесподдонной отгрузки. Еще один крупный проект, который будет реализован на «Казань-Оргсинтез», это внедрение новой технологии производства изопропилбензола на заводе бисфенола А. Этот компонент необходим для получения фенола. Из него производится бисфенол А, который в свою очередь служит основой для поликарбонатов. Получать собственный изопропилбензол предприятие начало еще в 1964 году. За это время оборудование на заводе обновилось, а вот технология производства осталась прежней. С ней в процессе производства образуется большее количество побочной продукции, сточных вод, и энергозатраты куда более значительные. Новая технология, разработанная американской компанией, позволит не только повысить эффективность использования энергоресурсов и сырья, но и значительно уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду. Также в планах у компании модернизация завода поликарбонатов, после которой мощности должны вырасти до 100 тысяч тонн в год. Это еще одно стратегически важное производство на «Казань-Оргсинтез». На долю предприятия приходится 100% отечественного поликарбоната. Продукция пользуется такой большой популярностью, что зачастую ее производят сразу под заказ. Увеличение объемов его производства позволит компании расширить географию его поставок и увеличить свою долю на зарубежном рынке. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры. Финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана. И люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22:10. Какая уже по счету грядет волна модернизации на Казанском оргсинтезе, не так и важно. По сути, модернизация – это процесс непрерывный. Главное, у предприятия есть четкая и ясная стратегия развития, понятные цели и ориентиры на ближайшую перспективу, устойчивая финансовая база, которая позволяет поставленные задачи решать. Причем задачи эти связаны как с развитием уже действующих производств, так и с реализацией нескольких крупных инвестиционных проектов. Таковы реалии современного крупного производственного бизнеса. Все нужно делать одновременно. И наращивать мощности, увеличивать объемы производства, параллельно снижая зависимость от поставок сырья и энергоресурсов, чем сейчас занимаются на Казань-Оргсинтезе, и в то же самое время внедрять проекты и программы, которые направлены на снижение воздействия на окружающую среду. Еще раз повторимся, в этом и трудность, в этом и секрет успеха компании. Все нужно делать разом. В числе приоритетных и вопросы создания дополнительной инфраструктуры. Какой конкретно, узнаем в продолжении программы.
Бытует мнение, что с увеличением объемов производства и наращиванием мощностей увеличивается и количество опасных выбросов. Казань-Оргсинтез на своем примере доказывает, что одно возможно без другого. Ведь с внедрением новых технологий на производстве предприятие модернизирует и свою инфраструктуру, отвечающую за снижение опасных отходов. Если в 2008 году объем выбросов в атмосферу составил примерно 14 тысяч тонн, то к этому году этот показатель снизился до 10,7 тысяч тонн, то есть почти на четверть. Сегодня Казань-Оргсинтез – это целый комплекс химических производств, который располагает современными системами природоохранного оборудования. Затраты на охрану окружающей среды ежегодно составляют сотни миллионов рублей. Когда принимается решение о строительстве, модернизации, реконструкции, вся проектная документация проходит государственную экспертизу. То есть площадка, которая планируется строиться, накладывается на нашу существующую технологию, да, и уже потом расчетным способом мы оцениваем влияние на окружающую среду на границе нашей санитарно-защитной зоны, которая была у нас утверждена главным санитарным врачом России. И если нормируемые показатели, а в данном случае ПДК атмосферы для жилых населенных пунктов не превышает, то проект будет жить. Казань-Оргсинтез участвует в решении одной из глобальных проблем современности – снижении выбросов парниковых газов. Факельные системы, которые функционируют на предприятии, позволяют утилизировать газообразные выбросы и существенно снижать негативное воздействие на атмосферу. Проект по использованию факельных сдувок в качестве сырья для производства жидкого диоксида углерода, сырья для получения поликарбоната, позволяет ежегодно на 20 тысяч тонн снижать выбросы СО2 в атмосферу, а также получать дополнительно более 227 тысяч гигакалорий вторичного пара. А вот на заводе бисфенола А внедрение современных технологий позволило производству работать абсолютно без отходов. Установка факельной системы закрытого типа, которая функционирует на заводе, предназначена для безопасного сжигания смолистого остатка бисфенола А. Она позволяет каждый год уничтожать до 3600 тонн смолистого остатка бисфенола А, который, к слову, относится к первому классу опасности. При горении нет дыма, уровень шума низкий и отсутствует тепловое излучение. Имеется внутренняя камера сгорания и внешняя камера сгорания. И в потоке топливного газа на горелках в этих камерах сгорания происходит сгорание этих отходов. Рабочая температура факельной установки в районе 870 градусов. Распределение температуры по стволу от 120 до 1000 градусов. И вот происходит полное сжигание этих технологических отходов до образования СО2 и воды. Одно из наиболее масштабных мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду – это ввод в эксплуатацию производственного узла гипохлорирования для обеззараживания волжской воды. Он включает в себя производство низкоконцентрированного гипохлорита натрия из пищевой соли. Получаемое химическое соединение заменило опасный хлор, который использовался ранее при обеззараживании воды. Новый способ отличается экологичностью, промышленной и технологической безопасностью. То есть мы сменили на водозаборе обеззараживание волжской воды на низкоконцентрированный гипохлорид натрия. То есть безопасная технология, что нам позволяет, в принципе, и снабжать микрорайон Салават-Купере питьевой водой. Нареканий со стороны надзора нет, вода прекрасного качества. Снижение токсического воздействия на водные ресурсы – еще одна важная задача, которую решает Казань-Оргсинтез. Вода на биологических очистных сооружениях не подвергается хлорированию. Ее очищают микробы, которые питаются химическими соединениями. Помимо этого, на очистных сооружениях были установлены трубопроводные коммуникации для подпитки оборотных систем предприятия очищенными сточными водами после узла микрофильтрации фирмы ПАЛ. Таким образом, промливневые сточные воды полностью возвращаются в технологический процесс, и их сброс в Волгу сокращается на 12 тысяч кубометров в сутки. С этой же целью в 2017 году была проведена реконструкция шламовых и иловых площадок, которые служат для приема избыточного осадка сооружений биологической очистки сточных вод. На объектах были заменены основания и стены. Площадки укрепили цельным железобетонным основанием, предотвратив таким образом просачивание загрязненного осадка в почву. Здесь же происходит разделение жидкой и твердой фазы, подсушка осадка до определенной влажности, с дальнейшей тоже утилизацией. В целом внедрение шламовых и иловых площадок привело к экологическому эффекту, такому как защита плодородного слоя почвы, грунтов, подземных грунтовых вод,
от загрязняющих веществ. Также в феврале этого года Казаньоргсинтез начал строительство нового коллектора для возврата очищенной воды в Волгу. На участке протяженностью 1,8 километра была проведена замена трубы. В ближайшее время на участке в 300 метров будет проведена реставрация трубопровода методом санации, то есть ремонт и восстановление без раскапывания грунта. Вот сейчас ведутся подготовительные работы, оформляется ордер. В сентябре, в октябре начнутся работы по санации. Новый коллектор по технологии будет аналогичен тому, который построили для водозабора. Сейчас работы идут полным ходом. Однако к 2020 году Казаньоргсинтез намерен получить современную систему забора, очистки и сброса воды, отвечающую самым высоким экологическим стандартам. Как бы парадоксально это ни звучало, но модернизация, направленная на охрану окружающей среды, выгодна предприятию. Многие проекты в перспективе реально приводят к финансовому эффекту. Для примера, экономия только за счет модернизации одной факельной системы на предприятии составила более 21 миллиона рублей в год. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры. Финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана. И люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22:10. К предприятию «Казаньоргсинтез» сейчас особое внимание, в том числе и со стороны руководства республики. Это вполне оправдано, ведь химия и нефтехимия продолжают оставаться главными точками роста экономики республики. Это приоритеты стратегии 2030, стратегии социально-экономического развития Татарстана. В этой связи для нас важно видеть и понимать перспективные пути развития самого Казаньоргсинтеза. Они обозначены в программе развития компании в 2018-2020 годах. Приоритеты, если совсем коротко, следующие. Увеличение объемов производства, рост доли несырьевого экспорта продукции, защита окружающей среды и повышение энергоэффективности, внедрение новых технологий и импортозамещение. Разработана программа развития действующих производств ПАО «Казаньоргсинтез» на период с 2018 по 2020 год и одобрена для реализации Советом директоров компании. Сегодня Казаньоргсинтез – это одно из 5 бюджетообразующих предприятий Татарстана. Новая страница в его истории открылась с момента вхождения предприятия в группу компаний «Таиф» в 2003 году. Тогда была подготовлена программа инвестиционного развития компании, рассчитанная на период с 2004 по 2010 год. В 2004 году масштабная реконструкция произошла в цехах по производству фенола и ацетона. После нее производство фенола превратилось в современный промышленный объект, способный обеспечить сырьем построенный в 2007 и 2008 годах заводы бисфенола А и поликарбонатов. Тогда было принято решение включить завод фенола в производство бисфенола А. С этого момента процесс развития цехов обрел второе дыхание. В 2013 году на Совете директоров была принята следующая программа по стабилизации и совершенствованию технологий производства заводов. В процессе модернизации была проведена не только текущая замена отдельных узлов и деталей, но и установка нового оборудования. Об этом мы рассказывали ранее. Изменения затронули практически все производства и инфраструктуру. По основным производственным мощностям предприятие обновилось на 70%. Ежегодно реализуется огромное количество проектов, которые направлены на улучшение и стабилизацию производственных мощностей. Модернизация идет постоянно, и предприятие вкладывает в это огромные средства. Только за прошлый год на финансирование объектов капитального строительства и на обновление оборудования было направлено 7,8 миллиардов рублей. Очень хорошие результаты достигли на сегодняшний день, но останавливаться мы на этом не хотим. Дальше у нас есть развитие нашего оксидеза до 2023 года. Основные направления по развитию нашего оксидеза – это модернизация действующих этиленных производств, наращивание мощности этилена. Раз у нас появляется дополнительный этилен, естественно, это наращивание мощности
самого востребованного сырья это полиэтилена низкого давления, назначение мощности на одном из реакторов до 220 тысяч тонн по году. Соответственно, на 3 реакторах сможем сделать 660 тысяч тонн в год. Сейчас на «Казань-Оргсинтез» принята новая инвестиционная программа, рассчитанная на период с 2018 по 2020 год. Уже сегодня на заводах происходит преобразование, которое позволит компании подняться на новый уровень. Основные направления – это рост производства этилена до 650 тысяч тонн к 2021 году и до 1 миллиона тонн получения полиэтилена. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры. Финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана. И люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22:10. Это все, о чем я хотел рассказать вам сегодня. С вами был Тимур Бекмурзин и программа «Реальная экономика». Всего вам самого доброго. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век».